Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после преодоления президентского вето. Закон вступит в силу после публикации в законодательном вестнике. Минюст Грузии и Национальное агентство публичного реестра должны в течение 60 дней создать перечень организаций, действующих в иностранных интересах. В перечень войдут организации, финансирование которых из-за рубежа превышает 20%. Президент Грузии Зурабишвили выступила против закона о прозрачности иностранного влияния, однако ее вето было преодолено парламентским большинством. Закон вместо президента подписал спикер парламента. Парламент Грузии на пленарном заседании 28 мая снял вето президента Саломе Зурабишвили с закона об иноагентах. За преодоление президентского вето и за принятие закона об иностранном влиянии в первой редакции проголосовали 84 депутата. Для преодоления вето нужно было лишь 76 голосов депутатов из 150. Закон создает реестр организаций иностранного влияния, в который попадут НПО и СМИ, зарубежные гранты у которых превышают 20% некоммерческого дохода. Закон предусматривает систему штрафов за отказ в регистрации или в предоставлении данных. Принятие закона происходит на фоне протестной активности за стенами парламента. К зданию стены улиц колонны студентов. Из юридических механизмов остановить действие закона о прозрачности иностранного влияния остается иск в Конституционный суд. Между тем, протестные акции против принятия закона об иноагентах продолжаются в Тбилиси, а Госдеп США и структуры Евросоюза продолжают угрожать властям страны санкциями и остановкой евроинтеграции. К другим темам. В МИД России назвали фантазией планы премьера Ираклия Кабахидзе о вхождении Грузии в Евросоюз вместе с Абхазией и Южной Осетией к 2030 году. Захаровой задали вопрос о том, не вступает ли нахождение в регионах наших военных баз и обязательство Москвы защищать Абхазию и Южную Осетию в прямой конфликт с заявлениями грузинских властей. Конец цитаты. Она ответила так. Нет, Министерство иностранных дел двух суверенных государств сами за себя все сказали. Тут, конечно, имеется в виду МИД Абхазии и Южной Осетии. Раз это была фантазия на тему будущего, то давайте также и ответим. Если будут действия, на которые надо будет отвечать в практическом плане, мы тоже умеем это делать, заявила Захарова. Как отметила Мария Захарова, в Европейском Союзе нет полноправных членов. Там есть страны, соподчиненные неким нарративам командно-административной системе. Они изнемогают от разрушительного воздействия своих же решений на собственную экономику, хотя ориентированы они изначально были против России. Но сделать ничего не могут. Их продолжают заставлять принимать антироссийские меры. По ее словам, страны Евросоюза убивают свою экономику, отказываясь от российских энергоресурсов. Разве они делают это, исходя из своей заинтересованности? Нет. Заинтересованность в российских энергоресурсах была такой, что страны Европейского Союза вместе с нами строили под них инфраструктуру. Потом им это делать запретили. Это полноправное членство, задается вопросом Захарова. И сама же отвечает, сейчас их заставляют отрезать от своих бюджетов средства в пользу киевского режима. По своей воле? Нет. И заставляют кто? Те, кто руководит Европейским Союзом через коллективный Брюссель. Сформированы под эгидой США и Британии, которые сами в Евросоюз не входят. Евросоюз стал отделом экономических вопросов НАТО, натовской надстройкой. Они не имеют полноценных прав, есть только обязанности платить из своих бюджетов, принимать решения, разрабатываемые за них, сказала Захарова. Именно эти вопросы являются ключевыми в теме вступления Грузии в ЕС, отметила она. Продолжаем передачу.